Сегодня мы поговорим о социальной поддержке государства, в чем она выражается и какие новые механизмы разработаны в этом важном направлении. Для начала определим, что такое социальная поддержка. Соцподдержка – это помощь от государства людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию и не могут справиться с ней самостоятельно. Сложная жизненная ситуация может сложиться с кем угодно и когда угодно, ведь она возникает тогда, когда в жизни человека случаются большие проблемы. Например, человек остался без работы, и у него даже нет денег на еду, он потерял здоровье или остался без дома. И сам он с этим справиться не может. К социальным категориям граждан относятся малоимущие, те, у кого нет постоянного дохода или в общем дохода в целом. Многодетные семьи, семьи с 3 и более детьми, ветераны войны и ветераны боевых действий, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, пенсионеры, инвалиды, люди с серьезными проблемами со здоровьем. Социальная поддержка – это рука помощи от государства тем, кому сейчас тяжело, чтобы они могли пережить трудные времена и выйти из трудной жизненной ситуации. Или тем, кого не хватает собственных ресурсов, или для тех, кто хочет стать предпринимателем и руководить собственным предприятием. И именно сегодня вы узнаете, как грамотно и без потерь для семейного бюджета, даже с небольшим доходом, можно управлять собственными финансами и приумножать их. В новом выпуске передачи про деньги мы поговорим о социальных вкладах. У каждого человека должна быть возможность создать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Людям с небольшими доходами делать накопление достаточно сложно. А с 1 июля 2025 года люди, которые получают социальную поддержку от государства, могут оформить выгодные для себя банковские продукты. Это социальный вклад и социальный счет. Что такое социальный вклад и социальный накопительный счет и как ими пользоваться, поговорим с гостьей нашей студии, начальником экономического отдела отделения Банка России по Республике Саха-Якутия Татьяной Дроздовой. Здравствуйте, Татьяна. Ну и первый вопрос. Что же такое социальный вклад? Добрый день, Рита. Ну, как вы уже заметили в начале нашей беседы, что людям с небольшими доходами, с невысокими доходами, как правило, сложнее накопить. Потому что они не могут разместить большую сумму на вклад, а вот банки как раз предлагают наиболее высокие проценты по крупным депозитам. Банк России посчитал, что это несправедливо, ведь людям с невысокими доходами, как никому, нужна поддержка. И для того, чтобы людей таких поддержать, Банк России запустил новые финансовые инструменты, предложил, и банки начали их использовать. К таким финансовым инструментам относятся это социальный вклад и социальный счет. Вначале мы с вами проговорим, что такое социальный вклад. Да, очень интересно. А вот люди с невысокими доходами могут на социальном вкладе размещать свои денежные средства с наиболее выгодными условиями. Потому что размер этого вклада хоть и ограничен суммой 50 тысяч рублей, но банки будут предлагать по такому вкладу наиболее высокие проценты, которые у них есть на депозитах со сроком от 1 месяца до 1 года. Проценты, которые будут начисляться на эту сумму, они будут перечисляться на счет вкладчика, который он укажет в договоре. И эти проценты клиент сможет уже использовать на оплату собственных повседневных нужд. Сумма на вкладе, она может быть меньше 50 тысяч рублей, но не больше 50 тысяч рублей. При этом человек может пополнять и снимать деньги со вклада, процентная ставка при этом меняться не будет. Главное, чтобы сумма не превысила вот этот лимит 50 тысяч рублей. Срок вклада, как правило, год, но с возможностью пролонгации. И вот такой социальный вклад, он будет более выгодным для людей с невысокими доходами, потому что процентные ставки по ним будут более высокие, ну и, соответственно, доход будет выше. Угу. Получается, что человек открывает себе такой резервный счет, чтобы у него всегда были деньги, и доступ к этим деньгам тоже он получает на весь период. Да, к процентам и к своим деньгам, в общем-то, да. А что же такое тогда социальный счет? Ну, социальный счет – это обычный, в общем-то, банковский счет, просто с улучшенными условиями. И он предназначен для граждан, которые также получают социальные пособия. Размер такого счета, он, в общем-то, не ограничен, но
А проценты будут начисляться по-разному. Например, на сумму до 50 тысяч рублей процентная ставка будет в половину от ключевой ставки Банка России. Ну, например, если ключевая ставка 20%, то процент по такому счету он будет не менее 10%. А опять же, такая процентная ставка будет действовать только на сумму до 50 тысяч рублей. И если сумма вот этого счета превысит 50 тысяч рублей, то банк вправе применить к нему ту процентную ставку, которая будет указана в договоре с вкладчиком. По такому счету клиент может без взятия комиссии проводить платежи и переводы в пределах лимита 20 тысяч рублей ежемесячно. По сути, срок такого счета он не ограничен, но банки ежегодно будут проверять, получает ли человек пособие социальное, да, и имеет ли он право как раз на владение таким накопительным счетом. Проценты начисляются ежемесячно и перечисляются тоже вот на счет, либо на счет, который укажет вкладчик. Вот вы сказали, что открыть социальный банковский счет или социальный вклад могут только те, кто получает социальную поддержку. Вот я здесь озвучила в самом начале передачи категории людей. Давайте еще раз повторим. Да, к таким категориям людей относятся наши молодые мамочки, которые находятся по уходу за ребенком и получают вот социальное пособие по уходу за ребенком. Да. К ним также относятся пенсионеры, которые получают социальную доплату к пенсии для того, чтобы она уравнялась с размером прожиточного минимума в том регионе, в котором он проживает. Ну и люди, которые получают пособие по социальному контракту, это то есть те, кому нужно переучиться, чтобы найти новую работу. Такое же социальное пособие можно получить на открытие нового бизнеса своего, если человек переучивается, ну, либо чтобы там наладить свое личное хозяйство. Ну, очень интересно. И получается такой дополнительный инструмент для извлечения прибыли, правильно? Вот. И как открыть социальный вклад или накопительный счет? Самое интересное в этом процессе. И социальный вклад, и социальный накопительный счет можно открыть только дистанционно с использованием учетной записи госуслуг. Это сделано для того, чтобы банки сразу понимали, имеет ли человек право на открытие такого счета, то есть получает он пособие или не получает. При этом собирать какие-то документы, все это подавать в банк не требуется. Достаточно просто на госуслугах подать заявочку, банк проверит, что человек имеет право на открытие такого счета, и счет будет открываться автоматически. Единственный нюанс, что нужно помнить, что вклад нужно пополнить хотя бы на 10 рублей в первые 10 дней. Иначе заявку придется подавать повторно. А вот по социальному счету таких требований нет. То есть там в любой момент можно открыть, и в любой момент, в принципе, можно закрыть. Ну вот, получается, госуслуги получили еще один новый статус, да? И один дополнительный новый инструмент для того, чтобы мы могли управлять своими финансами. Кстати, давайте напомним телезрителям, что на госуслугах можно повысить еще свою финансовую грамотность и узнать очень много интересного и полезного в сфере кибербезопасности. Поэтому открывайте свой личный кабинет на портале госуслуги, изучайте его и смотрите все возможности, которые вас там ожидают. Ну а мы продолжим. Сколько таких социальных счетов может открыть один человек? Ну, каждый человек, который получает социальное пособие, может иметь один социальный вклад и один социальный накопительный счет. При этом банки, они, конечно, будут запрашивать информацию у других кредитных организаций, чтобы контролировать вот именно выполнение этого требования. Получается, если в одном банке уже открыт, в другом уже не откроешь. Нет. Получается так. Вот. И социальный счет и социальный вклад можно ли открыть в любом банке? Ну, социальный счет и социальный вклад открывается в том банке, в котором человек уже обслуживается. Как правило, социальные выплаты, они переводятся на карту МИР, а значит, человек уже обслуживается в каком-либо банке. На текущий момент такие инструменты предлагают крупнейшие банки, сейчас их больше 10, а в дальнейшем перечень банков он будет расширяться. Сам перечень банков можно посмотреть на официальном сайте Банка России, ну а также на портале Госуслуги. Уважаемые зрители, для того, чтобы вам было удобно посмотреть и ознакомиться с перечнем, мы сейчас вот в углу экрана вашего телевизора вы можете увидеть QR-код, перейти по ссылке на QR-коде и ознакомиться с перечнем банков.
Татьяна Владимировна, расскажите, пожалуйста, еще вот для взрослых, какие образовательные программы сейчас действуют? Что-то изменилось или осталось на прежнем? Ну, у нас по-прежнему есть онлайн-проект, это «Финансовый навигатор» для взрослого населения. Очень полезная информация, состоит из 6 модулей. 3 модуля, это касается таких жизненных ситуаций. И там можно посмотреть, какими услугами пользоваться, как не попадать на уловки мошенников, как выходить из сложных финансовых ситуаций. И следующие 3 урока, они касаются инвестирования. Это такие базовые моменты, базовые знания, которые необходимо знать, если человек хочет инвестировать. Поэтому предлагаем также посмотреть, присоединиться к финансовому навигатору. Это онлайн-проект, точно так же заходим мы на сайт, регистрируемся, выбираем там удобное время и дата, присоединяемся, участвуем в уроке и получаем сертификат. Но помимо этого, для взрослого населения у нас также продолжает действовать и курс «Практичные финансы», который можно пройти дистанционно на площадке Университета Банка России. Этот курс у нас состоит из 9 модулей, но обязательно только 5 из них. Можно пройти входной опрос, 5 модулей обязательных пройти, да, и завершающий опрос пройти и получить сертификат. Вот дистанционный курс вообще очень удобен в прохождении, потому что его можно проходить в том режиме, который вам удобен. Ну, то есть там вечером, днем, ну, в выходные, где-то так. Курсы рассчитаны примерно от 10 там, до 25, ну, может быть, 30 минут, да, в зависимости от модуля, в зависимости от того, какой темп у обучающегося, как он будет проходить. И он основан на таких реальных историях, с которыми человек сталкивается в обычной жизни. И то есть вот пройдя этот курс, человек, может быть, задумается о том, что он что-то сделал где-то неправильно, а может быть, стоит воспользоваться такими советами и пойти по этому пути. Поэтому вот этот курс «Практичные финансы» мы тоже предлагаем к прохождению. QR-код можно будет также разместить, да, у нас после передачи. Вот. Ну и, конечно, для старшего поколения у нас по-прежнему есть онлайн-проект, называется «Пенсион ФГ». Также у нас стартовала осенняя сессия. Точно так же можно на сайте pensionfg.ru выбрать тему, дату, удобное время, подключиться и также пройти, прослушать вот этот курс. Длительность небольшая, 45 минут он у нас получается. Как раз удобно, чтобы обсудить все самые важные моменты. Ну и темы там затрагиваются, которые важны для старшего поколения. Поэтому тоже предлагаем людям старшего поколения присоединиться. Причем это очень удобно. Не надо никуда ходить. Абсолютно, да. Поэтому подключился, удобное время, все послушал, получил сертификат. Повысил свои знания. Очень классные продукты придумал Банк России, вот именно на сайте «Финансовая культура». Я захожу туда постоянно и выполняю не только копилку своих знаний, но и готовлю материалы для нашей передачи на основании этих статей, допустим, да, примеров, потому что вот я уверена, что вам тоже есть что рассказать. Вы же проводите и живые уроки с вашим прямым участием. Вот скажите, как идет вот обратная связь от участников ваших уроков? Ну, когда мы проводим живые уроки, да, участники всегда, мы получаем положительную связь, потому что много интересной информации подаем. Интересный формат, мы же формат подбираем под каждую аудиторию. Если мы ходим к совсем маленьким, это один формат. Если мы ходим к школьникам, это другой формат. Если мы идем к студентам, это третий формат. Ну и темы, соответственно, подбираем под возраст, под то, что будет детям, студентам интересно. И вот обратная связь у нас всегда положительна. Все говорят, что очень много новой информации. Причем, когда мы ходим к взрослым, это самое такое сложный, наверное, у нас контингент, можно так сказать, да, сложная такая аудитория, потому что сложно выбрать время для обучения. Но, тем не менее, когда мы рассказываем что-то о взрослом, они говорят, вроде мы все это знали, но вы сказали какой-то такой нюанс, осветили какую-то деталь, о которой мы задумались, и теперь нам стоит пересмотреть то, что мы делаем обычно. И такая связь, вот обратная связь, она тоже очень полезна, потому что люди все-таки задумываются о том, что нужно, может быть, что-то узнать новое, может быть, проверить какую-то информацию, подчеркнуть что-то интересное, что-то новое для себя. Безусловно, ведь это абсолютно бесплатно, и секрет-то как раз кроется в том, чтобы наш мозг успел зацепить вот эту полезность, да, и применить ее прямо сейчас. Я благодарю вас, Татьяна Владимировна, что вы в очередной раз пришли к нам в передачу в качестве гостя и рассказали очень много интересного. Я думаю, что наша встреча с вами не последняя в этом году, потому что начинается новый сезон, и впереди нас ждет только очень много
полезной информации. Давайте напомним телезрителям, что начались школьные будни. И сейчас, да, что у нас предлагает Банк стартовала России? осенняя сессия онлайн-уроков для школьников. Очень интересный формат, полностью обновленные онлайн-уроки, поэтому мы все-таки приглашаем всех школьников принять участие в нашем проекте. Это геймифицированные теперь уроки. Они были апробированы еще по весне этого года и получили положительные отзывы как от школьников, так и от учителей. И вот осенняя сессия у нас стартовала. У нас был первый открытый урок, который провел руководитель службы по защите прав потребителей. И сейчас у нас можно зайти на сайте dnif.fgt.ru, выбрать тему, которая вас интересует, выбрать дату, время, в которое вам удобно подключиться, зарегистрироваться и принять участие. И мы предлагаем как раз вот эту обновленную версию онлайн-уроков пройти, поучаствовать, получить сертификаты, ну и получить, конечно же, новые знания, что очень будет полезно. Это очень важно. И еще напомню, что в конце сентября стартовала монетная неделя, и вы можете обменять звонкие монеты на хрустящие купюры, ну и открыть социальный вклад и пополнить свой социальный счет. Спасибо вам большое. До новых встреч. До новых встреч. А теперь обратимся к русской классике. В новом сезоне новая рубрика «Фин-классика». А начнем мы эту рубрику с романа Гончарова «Обломов». Иван Александрович Гончаров в своем бессмертном романе «Обломов» создал не просто литературный персонаж, а архетип, который узнаваем и сегодня. Илья Ильич Обломов – символ пассивности, мечтательной лени и жизненного застоя. Однако за внешне безобидным сюжетом о человеке, не желающем вставать с дивана, скрывается суровый финансовый урок, актуальный как никогда в современном мире. Финансовая трагедия Ильи Ильича больше, чем просто лень. На первый взгляд, Обломов – наследник состоятельного поместья, обеспеченный человек. Но его благополучие иллюзорно и стремительно тает. И в чем же его ключевые финансовые ошибки? А первая ошибка – это полная пассивность. Обломов не управляет своими финансами, он позволяет им управлять собой. Его имение Обломовка является источником дохода, но герой даже не пытается вникнуть в его дела, повысить эффективность, внедрить новые подходы. Он лишь ждет, когда деньги придут сами собой, как манна небесная. Вторая ошибка – слепая доверчивость. Эта черта становится роковой. Обломов легко подписывает документы, которые ему подсовывает мошенник Тарантьев, и доверяет управление своим имением аферистов вроде братьев Мухаяровых. Он не проверяет факты, не требует отчетов, не нанимает независимых управляющих. Его лень настолько велика, что он предпочитает быть обманутым, чем проявить минимальную бдительность. И третья, самая главная ошибка – это отсутствие финансовой грамотности и цели. У Обломова нет никаких финансовых планов. Он не копит на что-либо, не инвестирует, не стремится приумножить капитал. Деньги для него – это ресурс, который тратится на сиюминутные потребности – еду, комфорт, содержание слуги. Его единственная стратегия – тратить столько, сколько пришло, а когда приходит меньше – залезать в долги. Результат закономерен. Имение приходит в упадок, долги растут, а сам Обломов погружается в еще большую апатию, ухудшенную финансовыми проблемами. Меня никак не покидает мысль, что мы все немного Обломова. Согласны? Казалось бы, история помещика XIX века не имеет ничего общего с нами. Но замените имение на банковский вклад, на акции, на накопительный счет или даже на зарплату, и картина станет пугающе знакомой. Судьба Обломова – это не просто литературный сюжет, а суровое предупреждение в мире, где финансовые инструменты стали сложнее, а соблазнов потратить деньги больше. Пассивная позиция ведет к одному результату – к бедности и зависимости. Не позволяйте внутреннему Обломову управлять вашим кошельком. Проявите активность, возьмите ответственность за свое финансовое будущее в собственные руки и начните действовать прямо сегодня, пока вы не легли на свой диван и не накрылись старым халатом.
Согласитесь, что повод вновь ознакомиться с нетленной истиной русской классики есть. Напомню, что книги для чтения бесплатно вы можете взять в библиотеках города Якутска или в вашей муниципальной библиотеке. С вами была Рита Якушева в передаче «Про деньги». До новых встреч в эфире.